Я ненавижу иммиграцию, я всегда ее ненавидела. Я никогда не хотела уезжать из Минска. Божечки, Борисов, такое все пригожее, умилительное, хочу туда. А все остальное тут какой-то сраный небоскреб. Хасл. Нужно все время суетиться, зарабатывать на жизнь, на рент. Ты постоянно взмахаешься за свое житье. Я не могу вспомнить название ни одной Минской улицы. Все эти коммунистические, комсомольские, Кнорина, Куйбышева, какая-то коллекция деднеймов, постсоветский суп бессмысленности. Потому что мы все такие тутейшие. Кислотный такой рейв, где-то 92-й год, завод «Горизонт», и тоже все в аду, и все горит. Адам Глобус, центральный аквариум. Все, апофатическая тутейшесть. Это тутейшесть через отрицание. Я ранее была с Беларуси, с Борисова, теперь с Бруклина. Россия где? Она где-то там, на задворках. Нью-Йорк просто кишит Беларусь. Да, здесь вырос Мартин Скорсезе. Ко мне постоянно подходили поболтать все эти мафиозные тетушки. Прям англосакс, да? Да, Мартин. Помним этого мальчика. Здесь все, кто еврейские жители Сохо, они типа с Минска, с Пинска, с Бобруйска. То есть это все Минск, да, и все Беларусь. Наши пацаны с Квинса, тот и гэтки. Вот чуть поковыряя этого человека, из него вылезет белорус, даже если он говорит на Russian Empire. Говорит, откуда Russian Empire? И тут же опять вылезет какой-нибудь Витебск. Та же Холли Берри, темнокожая, что у нее белорусские корни. Не отмовляются от белорусской идентичности. Да. Мы встретились с моей подругой Таней Замировской, которую в Беларуси многие знают как музыкального журналиста, но я уже сказал, что для меня она в последнее время стала таким типичным нью-йоркером, человеком, который понял душу этого города, присвоил ее и живет теперь с ней. Скажи мне, почему мы здесь? Ну, для меня это место силы, поэтому, когда вот ты сказал, что пойдем куда-нибудь в Нью-Йорке, конечно, я решила прийти сюда. Первым делом это Элизабет Стрит Гарден, садик на Элизабет Стрит, где я фактически прожила я здесь проработала почти 4 года жизни на своей самой первой нью-йоркской работе. Я была продавцом супер-лакшери французских свечей, как некоторые знают. И это вот прямо здесь было на Элизабет-стрит, и в этом садике я сидела каждый день, утром перед тем, как я открывала свой бутик, вечером после закрытия приходила сюда поплакать, вот, и сейчас вот как раз еще повод поплакать, потому что садик, к сожалению, собираются уничтожить. Это вот извечная наша нью-йоркская проблема джентрификации, и вот им... В этот вторник пришло уведомление об эвикции, как это, eviction. Знаешь, у меня было ощущение всегда, что это такая, скорее, наша такая постсоветская история, где просто надо парк снести и построить офисное здание. Абсолютно. Какое-то. И здесь, когда я это услышал, мне это стало странно, прям очень странно, учитывая, что это была собственность города. То есть, город никогда не сносит парки, значит, получается, что эта земля продана. Да, тут с городом такая проблема, вот это тоже наша общая нью-йоркская джентрификационная штука. Здесь вот этот район Сохо, Нолито, это раньше были такие индустриальные здания, естественно, потом сюда заселились художники в лофты, а когда здесь стало очень круто и модно жить, потому что лофты, художники, cool, nice, let's stay here. А тут, потом конечно, традиционно пришли бутики после... с консервочкой. И все, теперь все стоят, туристы в очереди за консервочкой. А от города, что требуют от города? Говорят, город, построй нам побольше доступного жилья. А город сам не хочет строить доступное жилье. Город говорит, мы найдем каких-то девелоперов, мы им вот дадим землю этого сада, и пусть девелоперы сами строят тут доступное жилье. А что делает девелопер? Он, может, 20% дает под доступное жилье, а все остальное тут какой-то сраный небоскреб. Вот. И так город решает свои проблемы за счет вот таким образом. Но если говорить о развитии городов, то всегда это я наблюдаю сейчас в Лондоне, уже наблюдаю много-много-много лет, как это происходит. Заселяются люди с виолончелями и красками, потом они получают под зад, заселяются бутики, потом заселяются богатые люди, и, собственно говоря, район превращается в очень дорогой и очень спальный как бы. Мартин Скорсезе отсюда же.
Да, он вот на этой моей, я уже говорю, моей улице, так я ранее была с Беларуси, с Борисова, теперь с Бруклина, но на самом деле отсюда, с Сохо. Да, здесь на этой нашей Элизабет-стрит вырос Мартин Скорсезе, и когда я работала еще этим свечным менеджером свечного бутика, ко мне постоянно подходили поболтать все эти мафиозные тетушки, потому что это итальянский район. Да, это же маленькая Италия тоже здесь рядом. Это скорее называется Нолита. Нолита. У вас Нолита? У нас не Нолита. Да, это North of Little Italy, к северу от маленькой Италии. И тут жили такие итальянцы победнее и поопаснее. Здесь из Сицилии жили ребятки в основном. И вот ко мне эти мафиозные вдовы, которые до сих пор тут живут в реинстабилизированных домах. Как у Скорсезе хорошо это сработало в его творчестве, вся эта история. Потрясающе. Он начинал вот именно фильм «Злые улицы», Mean Streets, он про эту улицу конкретную. И мне эти бабки рассказывали, что да, Мартин, помним этого мальчика, ходил в 14 лет какой-то припыленный, какие-то все мусорки фотографировал на свой старый фотоаппарат. И мы думали, с этого ничего не выйдет, он фотографирует мусор. Слушай, почему вот Нью-Йорк, да, почему люди, которые здесь творческие, которые здесь жили или живут, почему им хватает для вдохновения абсолютно маленького фрагмента города? О Генри написал все свои произведения где-то с 28 по 33, если я не ошибаюсь, вот этот блок. И вот больше ничего, человека, все его творчество вот в этом блоке. Почему другие города не дают такого вдохновения, чтобы вот просто одним фрагментом? А, кстати, я тоже подумала, что я вот пока жила в Беларуси, я написала одну книжку. Пока я жила здесь, я написала уже изданных 1, 2, 3, 4, и у меня еще 2 в работе. То есть 6 книг я написала вот тоже фактически в этом маленьком блоке. А у меня есть предположение, потому что в Нью-Йорке ты настолько, когда ты как бы художник в Нью-Йорке, художник, я имею в виду творческий человек, ты постоянно змагаешься за свое житье, ты постоянно бегаешь, ты постоянно, вот то, что мы нью-йоркеры, то, что мы говорим hustle, нужно все время суетиться, зарабатывать на жизнь, на рент, на оплатить счета, кучу каких-то дел, и крошечки времени на писательство, такие малюсенькие, что мы стараемся, просто не терять их, мы максимально в них вкладываемся. Да, и весь этот бег, он тебе дает некие творческие импульсы, то есть все время это общение с людьми. Да, наверное. Все вот эти вот нью-йоркские, тоже еврейские бабушки, они приходят и говорят, ты откуда с Беларуси? Я думаю, почему ты спрашиваешь меня, еврейская бабушка, которая тут в 5-м поколении, откуда из Беларуси? Оказывается, здесь все, кто еврейские жители Сохо, они типа с Минска, с Пинска, с Бобруйска, еще откуда-то, они знают белорусские города. И вот я все это записывала, это тоже все превращается в книгу, которая вся происходит вот на этом куточку маленьком. Знаешь, мы сегодня зашли в магазин Cookbook, это для кулинарных книг, который принадлежит Бонни Слотник. И она оказалась там, это редкая история, она сейчас не очень хорошо себя чувствует и практически не появляется там. И она начала говорить о том, что она то ли из России, то ли из Польши ее семья, и папа у нее из Пружан. И ты понимаешь, что все равно это белорусские корни. И на самом деле Нью-Йорк просто кишит Белоруссию. То есть он просто кишит. Я, честно говоря, даже когда первый раз сюда приехал, и мне казалось, что здесь нет ничего белорусского. Сейчас я понимаю, что здесь даже начиная от театра Минсков, в котором идет Король Лев, и заканчивая там деликатесами Каца, то есть это все Минск, да, и все Беларусь. Что для тебя вообще Нью-Йорк стал после Беларуси? Короче, вот мы белорусы тутейшие, у нас такой тутейший менталитет, привязанный не к нации какой-то, не к империи, боже упаси, а именно к месту. И вот Нью-Йорк, он весь про место, и практиковать мою тутейшесть мне здесь очень легко, во-первых. Во-вторых, тут действительно, поскольку Нью-Йорк, он весь про иммиграцию, вот даже я как недавно узнала, что даже русскоязычная иммиграция, которая вот волны начала, например, 20-го, конца 19 века, это, конечно, все равно были белорусы, но они эмигрировали из Русской империи, поэтому они записывались как русские, но сами русские, им некуда было мигрировать. Россия где? Она где-то там
на задворках где-то. А Беларусь, она всегда, исторически белорусы были склонны мигрировать, ехать, смотреть там что где, потому что близко куда-то можно сразу выехать в Европу. Вот. Но белорусы еще и... у нас проходила черта оседлости. Это тоже важно, да. Вот мы издали 2 издания книги «Один из нас», и где перечисляются белорусы, которые прославили Беларусь как бы за границей, да. И вот, например, песня «Америка, Америка», которую написал Исайя Берлин, да, то есть это, собственно говоря, как бы икона Америки, да, или там Ларри Кинг, который стал иконой в журналистике, и потом, когда ты вдруг выясняешь, что та же Холли Берри, темнокожая, что у нее белорусские корни, то ты как бы уже совсем не понимаешь, тебе кажется, что это нелогично, ведь этот человек уже другой расы, да, но на самом деле оказывается, что это так. Да. И вот получается, что мы должны быть благодарны, получается, черте оседлости. Получается так. Я музыкальный критик в прошлом, можно сказать, как это как я говорю, музыкальный критик в изгнании. Меня изгнали из критики. Но я не знала, меня правильно оттуда изгнали, или я сама себя изгнала. Я не знала, что даже Стивен Тайлер белорус. Да, Стивен Тайлер. И его дочь, соответственно, тоже. Белорусочка, да? Лив Тайлер, так само белорусская наша актриса. И знаешь, у нас был момент, когда был ивент, посвященный Белорусскому свободному театру здесь, в Нью-Йорке, в клубе Poison, и там было несколько нобелевских лауреатов, вел это Том Стоппард, и Том Стоппард сказал: у меня для вас есть сюрприз. И это есть в Ютубе, он зачитал письмо от Майкла Дугласа, который впервые признался, что корни его семьи происходят из Беларуси. В этом письме. И для многих это было шоком, потому что, Кирк Даглас, знаешь, который как бы кажется, что это прям англосакс, да? Но на самом деле это Демский из семьи старьевщика и из Кричевского района. Вот это меня на самом деле сейчас подкупает, что ведь эти люди приезжали и делали огромные карьеры. Как ты думаешь, те, кто выезжает сейчас, они делают огромные карьеры? Ну, это, конечно, другая история, потому что, да, тоже вот в этих свечах ко мне безостановочно приходили какие-то люди, которые могут себе купить эту свечку за $900. И я заметила, если человек потомственный нью-йоркер, если он белый и немножко, даже уже, можно сказать, немножко с еврейскими корнями, и его там родители эмигрировали, или дедушки, или бабушки, вот чуть поковыряя этого человека, из него вылезет белорус, даже если он говорит на Russian Empire. Говорят, откуда Russian Empire? И тут же опять вылезет какой-нибудь Витебск, и все понятно, какое-нибудь местечко где-то вот там, где-то под Могилевом. Ну, конечно, это же наш человек. И это все были невероятно успешные, образованные люди. Это вот все наши белорусики. А вот про нынешнее поколение, я не знаю, я как представитель своего поколения считаю, что все с нами нормально, естественно. И мои многие друзья, ровесники, коллеги, которые вот здесь живут, я тоже вижу, что они строят историю этого города, что важно, историю как бы искусства этого города, но при этом они все равно остаются в рамках своей белорусской идентичности. Но я говорю про свое поколение, которое это не 20-летнее, то условно и Даша Жук, и Алина Блюмис, и Митя Песляк, то есть они включаются в культуру Нью-Йорка, но не отмовляются от белорусской идентичности. Так что мы еще тут побудуем что-то, свою киноакадемию. Насколько сохранение своей идентичности помогает реализации? Ну, Нью-Йорк, он, во-первых, он от тебя требует идентичности, он вынуждает тебя говорить от лица того, как бы, кто ты есть, он прям тебе задает вопрос, типа, кто ты гэтки, свой тутейший, и ты просто держишь ответ перед Нью-Йорком, потому что если тебе нечего ему ответить, и тебе нечего ему предъявить, он от тебя отворачивается, и ты ничего уже здесь не можешь. Даже здесь все так устроено, все разговоры, даже вот в этот свечной бутик приходят какие-то люди, и меня спрашивают, кто ты? Кто ты в реальной жизни, потому что они знают, что если человек официант, продавец свечей, человек, который варит кофе, он кто-то еще. И они спрашивают, ты откуда ты приехал? В Нью-Йорке я вначале, как и многие, немножко обижалась на этот вопрос, потому что спрашивают, where are you from? Я такая, это вы какой-то акцент у меня услышали, и вы хотите, чтобы я вам подтвердила какую-то свою недосконалость. Но потом я поняла, что нет, это наоборот способ законнектиться. Когда я говорю Беларусь, часто
часто возникает. Это откуда из Беларуси? Борисов, класс, а вот у меня оттуда какая-то там прабабка. Но когда я отсюда уезжаю, например, в Сан-Франциско, меня спрашивают, where are you from? Я уже I'm from Brooklyn, Да. и как бы все. Да, И да, уже да. можно не... все Да. ясно. Да. Это тоже такая сдвигающаяся уже идентичность, потому что на автомате в другом уголке Америки я уже из Бруклина, потому что это лучше меня объясняет, чем то, что я из Беларуси. Это мне тоже нравится, мне нравится Да. меняться. Что для тебя в Нью-Йорке вкус счастья? А я лучше скажу про вкус именно нью-йоркского счастья. Это вот наше нью-йоркское блюдо для завтрака. Это вот бейгл, не бублик, бейгл. Бейгл. Наш нью-йоркский бейгл. Бейгелы, кстати, изобрели в Нью-Йорке. У нас тут были вообще бейгельные войны, бейгельные Так. голодовки и бейгельные профсоюзы 100 лет назад. Rus and Daughters. Ну, и не только Second Avenue Deli, и еще много всего, не только, вот не надо, короче, тут. Короче, вот бейгл наш нью-йоркский, и вот он с таким крем-чизом нашим нью-йоркским, и риба обязательно, вот это тоже наша нью-йоркская соленая риба, локс. Я вот приехала в Сан-Франциско в арт-резиденцию, и там для художников студия и кухня, и нас спрашивают, что вы хотите, чтобы было в кухне. И я говорю, рыба, лосось. Они говорят, какой лосось? Я говорю, бублики и рыба. Они говорят, где мы тебе в Сан-Франциско найдем бублики и рыбу? Приехала такая цаца с Бруклина, приехала, бублики с рыбой она хочет. И я поняла, что я привыкла, что я имею свой бублик с рыбой, бейгл с рыбой каждый день здесь, в нашем прекрасном Нью-Йорке. А вот в Сан-Франциско надо еще постараться, чтобы это где-то достать. Вот, поэтому это такой, да, это вкус нью-йоркского счастья, мне кажется. Вот это оно. Я отсюда. Ты же как-то воспринимаешь сейчас белорусов здесь? Ну да, но мне кажется, вот как раз, как я говорила, мне очень близка эта идея самоопределения белорусов через тутейшесть. Кто не белорус нас смотрит, тутейшесть — это почему белорусы исторично себя обвешают тутейшими, потому что наша земля постоянно на территории каких-то воюющих империй, которые туда-сюда вот ходят, и ты не можешь, как вот мой дед не мог сказать, я поляк, там, или я русский, или я белорус, или я еще там откуда-то, потому что у него на территории его деревни там то советская Россия, то Польша, то Гитлер, то незалежная Беларусь, брифли на чуть-чуть совсем БНР. Вот, и что? Но он отсюда. Вот, и поэтому белорусы, мне кажется, они исторически такие привученные отвечать четенько, откуда они. И я еще лично для себя я придумала такую концепцию апофатическая тутейшесть. Это тутейшесть через отрицание. Я не отсюда. То есть я не из России. Ты из Минска? Нет, я не с Минска, я с Борисова. То есть я себя всегда утверждаю через нет, я не из этого места, я из другого места. И для меня это важно, что я не столичный человек, не с Минска. Нью-йоркеры, так, как правило, и говорят. Я Вот. из Нью-Йорка, да, не из Америки. Точно так же, как и берлинцы, точно так же, как и лондонцы, да. Но вот насколько у тебя в твоем творчестве прослеживается твоя идентичность? То есть, как проще, последняя книга, о чем ты написала? Последняя книга, она эссеистическая, это моя первая в жизни книжка, которая, во-первых, в белорусском выдавестве, во-вторых, я там просто пишу про себя и про город, но там все эссе на одну тему, как я, грубо говоря, хожу по Нью-Йорку и вспоминаю Беларусь, вспоминаю Минск. И я не могу этот Минск вспомнить, потому что он уже где-то далеко, и я его ищу в Нью-Йорке, и я ищу себя прошлую в Нью-Йорке. Это такое размышление об эмиграции. Типа, кем мы тут все стали? Нас же вот сколько нас на самом деле уехало, мы пытаемся найти себя в этих других городах и найти свой Минск, свою Беларусь в этих городах. И вот там о том, как я себя ищу. И я еще заметила такую классную штуку, вот то, что я бывший музыкальный критик. Я когда сюда переехала, у меня сильно исчезло желание писать о музыке, потому что все здесь. Вот Патти Снит раньше, мне про нее надо было написать, я хотела к ней приблизиться, ее вот так потрогать за пиджачок. А вот тут я ее живую, вот в этот сад, она регулярно ходит, она тут живет. Рядом совсем, на улице У Миши Макдугал. Барышникова сейчас будет ее спектакль. Я знаю, да. Вот. И я ее могу увидеть, сказать ей привет,
и могу с ней сфотографироваться со своей книжкой вместе, уже такое было пару раз. Я ее просто встречаю на улице и говорю привет. И мне не хочется писать о музыке, но мне хочется о ней говорить. И вот в этой книге я просто говорю вот об этих вещах, про музыку, про Беларусь, про то, как я не могу вспомнить название ни одной Минской улицы. Все эти коммунистические, комсомольские, Кнорина, Куйбышева, это какой-то Октябрьские, Первомайские. деднеймы, какая-то коллекция деднеймов. Почему оно все стало какой-то постсоветский суп бессмысленности? Знаешь, какую хочу тему с тобой проговорить, потому что не могу до конца определиться и до конца понять, как к этому относиться. По оставшиеся и по науехавшие. Вот этот ров сейчас пытаются выкопать между одними и теми же белорусами, но которые... Причем мне поразительно другое, что не просто, что кто-то остался, кто-то уехал, а то, что каждый оставшийся может в одну секунду стать понауехавшим. И получается, что он переместится уже в другой лагерь или что? Что это за лагеря вообще? Что это за чушь на самом деле? Я тоже не верю в эти лагеря. Вообще, я до сих пор даже не верю, что кто-то пытается этот ров выкопать, потому что вот все ссылаются на какой-то мнимый водораздел между уехавшими и оставшимися. У меня такого нет. У меня остались, к тому же, все-таки несколько очень хороших, близких людей, друзей в Минске и в Борисове в том числе. Единственное, что, конечно, да, я чувствую какую-то отдаленность, но я не чувствую разрыва. Скорее, я ненавижу иммиграцию, я всегда ее ненавидела. Я никогда не хотела уезжать из Минска. Вот честное слово, даже вот в 2010 году, когда вот это все происходило, я была здесь, в Нью-Йорке, я сюда часто каталась, туда-сюда, это был мой любимый город, я обожала в него просто ездить. Есть возможность, поехала на месяц в Нью-Йорк, ведь такой жила лакшери жизнью, и возвращалась к себе в Минск, в свою собственную квартиру на проспекте Незалежности. То есть у меня была прекрасная привилегированная жизнь на самом деле в Беларуси. Я не хотела уезжать. До последнего я себя не называла иммигрантом, до последнего. Я в 2015 году уехала, я училась тут 3 года в Барт-колледже, и мне все говорят, ты уехала навсегда? Я говорила, нет, я уехала учиться, сначала я училась, а потом я вот тут работаю, а потом я вот еще где-то работаю, и я никогда не говорила, что это насовсем, я никогда не говорила, что я переехала, я всегда верила, что я вернусь, и только после 2020 года до меня начало доходить, что нет, наверное, я уже теперь живу здесь. И только, что самое удивительное, только в этом году, наверное, в начале лета, у меня вдруг случилась такая штука. Я сама себе сказала, камон, ты живешь 9 лет в Нью-Йорке, ты отсюда, это твой город, и ты уже давно нью-йоркер. Перестань говорить, что ты не эмигрировала. И вот я только сейчас начала себя, говорить спокойно. Я даже заметила, вот я где-то говорю, я как иммигрант, я такая... Ничего себе, я уже иммигрант, но вот мне 9 лет на процесс принятия, я отрицала это до последнего. Я до сих пор до конца не верю, что это отбылось. Когда я говорю, что про этот ров, да, то есть я понимаю, что это вот когда мне бросают там упрек, а ты уже ничего не понимаешь, что происходит здесь, в Минске. То есть я понимаю, что невелика уж тайна сия, да, чтобы понимать, потому что я даже знаю, какие там цены и что такое белорусский рубль, поскольку театр там работал все это время. Когда ты пишешь о своих прогулках по Нью-Йорку и когда ты рефлексируешь на тему Минска, тебе Минск становится ближе, дальше, или ты можешь от него отказаться, не можешь отказаться? Судя по тому, что пишешь, значит, не можешь. Не могу, я его до сих пор не разгадала, и поскольку у меня к нему вопросы, пока у меня будут вопросы, я буду о нем писать. Пока Минск, он мне является такими вспышками, буквально как какие-нибудь там ауры просто. Вот я вижу какой-то цвет, и я такая, это минский желтый, потому что только вот в Минске вот эти вот вазы на проспекте окрашены таким желтым. Или, например, минский зеленый, в Нью-Йорке зеленый другой, он такой грязно-бирюзовенький, такого зеленого никогда ты не увидишь, как здесь. А в Минске вот такой зеленый, такой зеленый, такой рейверский, кислотный, такой рейв где-то 92-й год, завод «Горизонт», и тоже все в аду, и все горит. Вот, и я вижу такой цвет, и я прямо кусок Минска сразу вижу. Вот. То есть он является именно такими вспышечными воспоминаниями, которые делают больно. И я вот пытаюсь разгадать, а почему больно? С Борисовым такого нет. Родной город вспоминается как что-то, ой, божечки, Борисов, такое все пригожее, умилительное, хочу туда, дом, мама, такое. Топ-3 мест в Нью-Йорке, куда бы ты пошла?
А я туда и хожу всегда. Я люблю очень место Red Hook. Это портовый райончик на юге, скорее юго-севере Бруклина, где стоят эти портовые краны, старые корабли. Это не оттуда вид на этот остров? На статую свободы на статую великолепно. свободы? Лучший вид. Она смотрит тебе в лицо. Да, Она должна и смотреть туда, на собственно, Францию. приходили корабли с иммигрантами. Ну, это почти, нет, да. они на Элис Айленд, На но Элис вообще Айленд, там да. тоже там был очень важный Мгм. порт, и там сохранилось очарование Нью-Йорка как старого портового города. И там жил Лавкрафт, он Ктулху там написал, представляешь? Если ты не был, обязательно советую Мгм. просто поехать и ходить там по этим узеньким брусчаточным улицам. Там можно гулять, есть крабов, лобстеров, смотреть на людей, там коты по улицам ходят. Такой именно как деревенька на Ибаркут. Вот это как бы у меня топ-1. Наверное, второе будет вот этот район, этот старенький Сохо, маленькая Италия, Элизабет-стрит, потому что все равно здесь осталось это вот очарование Да. бывшего художнического места. А третий — это мой любимый Бушвик, Бушвичек родной, где я живу все эти 9 лет, переселяюсь в рамках одного дома, все выше, выше и выше, из подвала, потом уже на первый Объясни, этаж, где а это потом на находится? втором. Бушвик — это северный Бруклин, он совсем рядом с Вильямсбургом, причем с хасидским Вильямсбургом, который вы могли видеть в фильме «Unorthodox». Это как раз снималось про наш сатмарский Вильямсбург, и совсем рядом вот. Но это тоже художнический район. Там жили бедные люди, а теперь щас усложним задачу. Топ-3 места в Минске, куда бы ты хотела попасть? попасть. Конечно же, Минский ботанический сад. Я возле него жила, и у меня это тоже всегда было место силы. Я однажды увидела где-то в соцсетях, что там проводили какой-то большой фестиваль, какой-то чуть ли не ночной рейв в ботаническом, и я натурально рыдала. Там все эти птушки батьковщины, там все это такое хрупкое. Какой фестиваль, какой, рейв. Это вот первое место. А куда бы еще пошла? Сразу такая, на кладбище бы пошла ко всем моим друзьям, которые умерли. Пока я тут вот веселилась, Это вторая мысль. Очень мне горько, что я понимаю. подумала, но я поняла, что я бы потом пошла вот навестить всех, кто поумирал. Не знаю, зачем вы поумирали, это с вашей стороны просто трындец. Не знаю, зачем вы все умираете. Согласен. Пожалуйста, живите, вечно. Согласен, да. А третье, там все посносили, вот все, куда не придешь, этого уже нет. Я вот думаю сейчас про какое-то место, а его уже давно нет. А то место, а там уже сейчас Я что-то... любил верхний город, теперь другое. это черт знает что. Да, черт знает что. Я что-нибудь назову, а его нет. Вот так и живем. А может быть, третье место это то, чего нет? Да, это очень в моем духе. А третє місце, Зміровська йде туди, чого нема, бо яє самої так само нема. І книжка виходить у видавецтві, мене нема. Вот точно, да. Акудович стайл. Я вспомнила третье место. Я сказала про Акудовича, у меня сложилась цепочка, пошла от Акудовича. Я бы пошла, конечно, в универсам центральный, на первый этаж. Там кафе-акваріум. Може, його так само нема, похер. І там сидить Адам Глобус. Глобус, да. І п'є ту каву свою, як звичайно. І я йому скажу, дядя Вова. І дядя Вова скаже таки, Заміровська. І вот это перше просто, куди я пойду. Дядя Вова, Адам Глобус, центральный аквариум. Все, Да. все сложилось. А если аквариума нет, то станешь там на стойке. На стойке и тоже Адам Глобус, и прекрасный, и придет дух прекрасного панка Мао, который умер, и тоже скажет привет. И я тоже скажу привет, и все эти мои минские вот эти призраки тех, кого нет, придут со мной поздороваться и попрощаться. Что ты слушаешь, когда идешь по городу, по Нью-Йорку? А я, кстати, очень люблю слушать нью-йоркскую музыку. Последнее время вот я много слушала новый альбом Лори Андерсон, посвященный Амелии Эрхарт. И слушала и плакала, у меня слезы текли все время. Так здорово, я не плакала уже год, а тут слушаешь и Вот, ты рыдаешь. напомнила, что я хотел послушать. Когда перемещаешься очень много по миру, ты наблюдаешь закономерности, что ты слушаешь. И я вдруг понял, что я перешел, вот как пробовать, я сейчас не пью алкоголь, но когда ты приезжаешь куда-то, ты пьешь вино, локальное вино. Или пьешь локальное пиво, да? То есть как бы ты хочешь быть вот как бы
почву этой земли, да. И я понял, что последние годы я слушаю локальную музыку. То есть у меня сейчас звучит в ушах все время Notorious Big. Ха, класс. Но я понимаю, что вот мне через там неделю лететь в Лос-Анджелес, а там я, наверное, Тупака, наверное, буду слушать. Notorious это наш, это с Bad Это Style, да. абсолютно. Его невозможно слушать в Калифорнии. Точно. Это Да, потрясающе, я на тут стала самом деле. больше слушать именно нью-йоркеров. То есть там группа Рамонес, она по-другому раскрывается, потому что ты слушаешь, они там на Роковой Бич, у них там все, даже все эти какие-то места, которые они раз упоминают, это те же места, куда мы ходим. Тут рядом Джой Рамонес Уэй, они тут все, это наши пацаны из Квинса. Тот же Стив Райх, мой любимый композитор, ему исполнилось на днях 88 лет, я его Он обожаю. жив еще? Да, Стив Райх, Вау. живи вечно, я его безумно люблю, он тоже здесь живет в Трайбеке, ходит в этой своей кепочке. Да. А почему в кепочке? Потому что он же такой еврей, и у него это вместо кипы, только он носит кепочку. Вот, я его очень часто слушаю, потому что вот это такая у него хроматическая, математическая музыка, она очень нью-йоркская. Филипп Гласс, тоже наш великий нью-йоркский дед. Да. И у меня вот все эти наши нью-йоркские деды, это вот просто вот столпы. Лу Рид, тоже вот сейчас, когда слушаешь Лу Рида, ты тоже узнаешь, о чем он поет. Это все про нас, это все наши эти улицы. Абсолютно. Я здесь в Ильбука мы сидели, и туда вошел Дэвид Линч. О, И я увидел только его издалека, а я у когда-то... вас была так похожая прическа, наверное. Да, на самом деле я же когда состриг хвост, я понял, что я где-то вот Ты я Дэвид буду Линч. в стороне Дэвида Линча. Да. И прическа была во многом им вдохновлена. И вот он зашел, и я даже не пошел к нему здороваться, нет. И я потом читаю, что он уже не выходит из дома, потому Да. что он с аппаратом искусственного дыхания. И вот это когда история вдруг в этом городе приближается к тебе, и когда она вот причем подходит к тебе очень плотно, и ты понимаешь, что она очень недолговечна, что это какие-то мгновения. Вот оно такое все хрупкое, да. И мне вот да. кажется всегда, что, наверное, эти мгновения надо ловить. Я имею в виду, что я всегда был против того, чтобы нарушать чье-то частное пространство личное, да, и там фотографироваться или здороваться, а теперь я это делаю. Надо, это как хорошо, что ты это сказал, потому что здесь весь Нью-Йорк про хрупкость. Я когда куда-то далеко от него отъезжаешь, смотришь на него издалека, с какой-то горы, а он как кружева, он такой филигранненький, с этими небоскребами, и ты просто представляешь, какая-то приходит волна и сметает его. Оно очень все недолговечно. И я всегда так делаю, я всегда себя благодарна за те случаи, когда я подошла и сказала, вот, например, тоже любимейший мой музыкант Дженнисис Пиоридж, ваш лондонский, легенда. Его выжили из Лондона, он слишком был какой-то неподходящий, его выпихнули сюда к нам, а мы его приняли, приходи к нам, Дженнисис, Psychic TV, класс. Вот, он такой идентичный, мультигендерный, когда они уже вот умирали, когда он был вот с этими своими штучками, он уходил очень долго от лейкемии. И последний свой Новый год Дженнисис играл диджей-сет в клубе в Бушвике как раз. И я пошла на этот праздник, и когда уже пробили там часы, и он там крутит какие-то песни Beach Boys, я понимаю, это надо сделать. Я просто подошла к нему через эти все провода, его так обняла и сказала: Дженнисис, вы такие красивые, вы такие замечательные, так рада, что вы есть и были, и будете, я вас очень люблю. Вот. И я подумала, как важно иногда просто подойти к человеку и сказать: ты такой красивый, будь всегда, я тебя люблю. Еще очень смешно, каждый раз, когда у меня выходит книга, и я ее где-то подписываю своей подруге в каком-то кафе, всегда в этом кафе сидит Патти Смит, я не знаю, как это происходит. И я всегда к ней подхожу, говорю: Патти, я писательница из Беларуси, а у меня вышла книга, а мы можем с ней сфоткаться? И ты не поверишь, у меня есть вот уже 3 фотки с 3 вышедшими тут книгами с Патти Смит в разных кафе города. Когда 3-й раз, вот недавно к ней подхожу, говорю: Патти, я та самая писательница из Беларуси, она, так, у тебя еще одна вышла книга, говорю: бинго! И я снова с тобой с ней сфоткаюсь, но я не сталкерю тебя, Патти, это просто так
получается. Он говорит, это it's okay, это Нью-Йорк, да, давай, тащи книжку, сфоткаемся с этой книжкой. И я уже собираю галерею моих книг, где стоит Замировская, стоит Патти Смит, и Патти Смит рекламирует новую книгу Замировской. Если бы мне это рассказали лет 10 назад, я бы легла и умерла просто. А здесь это У нас с тобой тоже, обыденность. кстати, коллекция фотографий. Да, это тоже рубрика регулярная «Фото Замировской с Халезиным», обожаю. Ты знаешь, ты сказала сейчас про хрупкость Нью-Йорка, и вот у меня история. В 2000 году я приехал сюда, и моя подруга, она тоже, ну, вот прям нью-йоркер. Это Кэти Фицпатрик, она выдающийся переводчик, как ни странно, с русского языка, потрясающая, и правозащитница была очень большого такого калибра. И она абсолютный нью-йоркер. И вот мы шли однажды по городу, и она говорит, мы только поели, и она говорит, мы сейчас с тобой зайдем в один ресторан. И я говорю, что мы же только поели. Она говорит, мы не есть зайдем. Мы вот так пройдем по кругу, и я тебе скажу угол, в который надо посмотреть. И мы просто зашли в ресторан, вот так прошли по кругу, и она говорит, смотри. И я смотрю в угол, и в углу стоит столик. За столиком сидит Вуди Аллен и ест свои макароны. О, Господи! И она говорит, Вуди сидит здесь каждый день и ест свои макароны. Ничего не меняется десятилетиями. Мы ушли. Следующий приезд в Нью-Йорк, я прихожу туда и другу говорю, что давай попробуем зайти. Мы проходим, и его нет. И я пишу Кэти, говорю, Кэти, а Вуди Аллена нет. Она говорит, а его теперь здесь нет. А он теперь в Париже ест свои макароны, да? Он в Лос-Анджелесе тогда. В Лос-Анджелесе есть. И говорит, он в Лос-Анджелесе, и больше нет не только его, но нет нью-йоркских независимых. То есть кинематографа больше здесь нет, он здесь больше не живет. И вот эта хрупкость, это вот в какой-то момент, вот эта хрустальная ваза нью-йоркских независимых, она разбилась. Да, И вместе с возможностями, в том числе для нас, для многих, для белорусов, да, где ты вот больше нет явления целого. Это ужасно на самом деле. Это правда. Здесь действительно, если тут еще как-то в 70-е, 80-е, 90-е более-менее выживало независимое искусство, сейчас это слишком невозможно. Сложно. Я не хочу звучать там какой-то ультралевой, но этот капитализм чертов действительно всех это правда, сметает, знаешь, всех нас, все уезжают. Да, ну и как к этому относиться? Я решила, что я буду как Патти Смит такой хранитель. Я буду просто записывать всех, кто умер, всех, кто уехал, а потом буду писать об этом книги. Вот это моя роль. Наблюдать и фиксировать. Убыл, вот. И оплакивать всех. Ты представляешь, что ты себе уже нашла некую миссию? Ну, это наверное, и есть моя миссия — свидетельствовать и записывать. Это круто. Знаешь, почему круто? Потому что найти миссию, найти стратегию — это полдела. Например, Мише Барышникову для того, чтобы выполнить свою миссию, пришлось бежать из Советского Союза, где он был звездой, где он был невероятно успешен. Но он хотел танцевать современную хореографию, и для этого пришлось бежать из страны, не будучи диссидентом записным. Да? И вот это на самом деле выбор стратегии. Мне кажется, что это круто, когда ты для себя уже формулируешь его. У тебя было ощущение, что ты как-то что-то поняла важное? Вообще глобально в жизни или здесь? Мне кажется, у меня не было такого вопроса, какая у меня миссия, чем я хочу заниматься. То есть я всегда знала, что я хочу именно свидетельствовать, наблюдать и через себя что-то пропускать, но при этом не относиться к этому очень серьезно. То есть это просто какая-то линза, какое-то стеклышко. У меня на этой новой книжке Эвредика «Проверь, выключила ли ты газ». Господи, ее нужно как-то сокращенно называть, Эвредика. Там на обложке витраж. И мне очень нравится метафора человеческого сознания как витража. Я это у Пелевина тоже прочитала, но это не Пелевин придумал, это общая вещь. И там на обложке витраж с нашей бушвикской станции Мёртл Бродвей. Бушвик был раньше тоже очень джазовым местом, и это витражи джазовой художницы из Гарлема, Верны Харт. Она умерла в 19 году в какой-то жуткой долгой болезни. И она сделала очень красивые витражики, где музыканты играют джаз, но их постоянно разбивали какие-то вандалы, и, в общем, их заколотили. Просто их заколотили, вы бьете витражи, так никаких вам витражей не будет, как в детском саду. Кто-то там обосрался, и всем каши не дадим. Что это? Вообще не понимаю, какие-то советские методы. И заколотили эти все витражи, эти замечательные. И я успела один сфоткать в этом нашем так называемом золотом часу, когда через него лучики проходят. И я его на обложку книги попросила, чтобы поставили, потому что
что вот мне кажется, что каждый из нас это вот не луч, но кусочек стеклышка в витраже. И важно себя не путать с лучом, и важно себя не путать со всей картиной. И вот моя позиция, что я именно вот это стеклышко, через которое проходит свет, когда подсвечивается весь витраж, я тоже какой-то фрагмент, и я служу этим фрагментом. Это моя миссия, я Интересно. кусочек стекла, и я пропускаю свет.